Здравствуйте, это новости 24, в студии Ахмед Хашигульгов. Коротко о главных темах выпуска. И снова ЖКХ. Юнусбек Евкуров напомнил об ответственности чиновников за состояние платежной дисциплины. Утро начинается. Информационно-развлекательная программа вновь на НТК Ингушетия. Локомотив «Вперед!» Одно из старейших спортивных обществ страны отмечает 78-летие. К концу месяца коммунальные услуги в Ингушетии должны быть оплачены на 100%. Как выполнить эту задачу, обсуждали на расширенном совещании в администрации главы республики. Магомед Асканов продолжит тему. Первый месяц после Нового года должен дать стопроцентные показатели по текущим платежам за коммунальные услуги. О проделанной работе за январь рассказал первый вице-премьер Магомед Беков. По его словам, предусмотрены меры по улучшению платежной дисциплины в республике. Также энергетики и главы муниципалитетов представили свои предложения о том, как эффективно собирать платежи за услуги ЖКХ. Глава республики Юнусбек Евкуров отметил, что после новогодних праздников все задействованные службы и главы районных администраций должны взяться за эту работу. Последние отныне несут персональную ответственность за сбор платежей. Значит, и главы администрации дома сидят, не ходите со своими группами. У вас есть списки, у вас есть адреса, кто не платит, не заплатил. Идите домой, выйди, иди заплати. Только так, другого нет. А как вы хотели? Тогда мы одну задачу выполнили, там, до 22 часов почта, все работает, люди сидят. А вы, те, которые должны заставлять людей, они не работают, да, тогда смысл там. На совещании говорили, что в декабре была достигнута хорошая динамика сбора по текущим платежам. Тем не менее, нужно закрепить результаты, а основной упор должен быть сделан на адресную работу. Собираемость с физических лиц необходимо довести до 100%. И если в течение этого месяца, к концу месяца, товарищ Беков, вы не найдете, и глава администрации вам не доложит, и руководителей там, газовых и других служб не доложит, почему вот в этом районе разбаланс, и найдут там мини-заводы, подпольные, еще чего-то, что люди делают. Это бесполезно, опять же. Если они принципиально пойдут к этому вопросу, они увидят, что на улице Советской, где домов намного меньше, чем на улице там, Центральной, газа потреблятельность света больше. А дальше посмотрите, в какое время больше потребляют, днем или ночью. И вы все это увидите. В республике нет ни одного сельского поселения, где жители не пользуются газом, светом и водой. Однако многие не спешат платить за эти ресурсы. В скором времени с должников будут взиматься пении за каждый день просрочки. Сейчас сотрудники Ингушэнерго, газовой службы и водоканала работают допоздна, чтобы принять как можно больше платежей. Погасить задолженность можно и в сельских почтовых отделениях. Вот мобильный телефон. Деньги кончились. Все, он не работает. Так нет. Звони, не звони, прыгай. Он просто не работает. Деньги кончились, он не работает. На вот этом примере, еще раз повторяю. Кончились деньги, вода не работает, газ не работает, свет не работает. Просто не работает и все. Бейте это в голову всем. По мнению Юнусбека Евкурова, нужно использовать все законные рычаги, чтобы побудить население оплачивать коммунальные услуги. Отныне злостных неплательщиков будут отключать от коммунальных услуг. Добросовестных потребителей это, конечно же, не коснется. В завершении встречи руководитель региона определил 3 контрольные даты – 15, 20 и 25 января для представления доклада по сбору платежей за этот месяц. Магомед Асканов, Магомед Урусханов, Новости 24. И в продолжении темы очередной рейд по сбору платежей прошел на Назрановском районе. В этот раз рабочая группа в составе представителей Межрегионгаза и местной администрации посетили неплательщиков, проживающих в Барсуках и Газиюрте. Об итогах рейда расскажет Магомед Измайлов. Первым в списке домовладений, чьи хозяева не любят платить коммунальные платежи, дом Саварбековых. По данным абонентской службы, их долг составляет почти 150 тысяч рублей. Около 7 лет копилась задолженность за потребляемый газ. Поезжайте в районный газ, вас там встретят юристы, они с вами проведут всю необходимую работу и дадут вам возможность полностью сверку расчетов произвести. Но коммунальные платежи надо платить. Они в гости уехали, вы здесь находитесь. Вы потребляете то же тепло, за которое нужно оплачивать. Сумма долга приближается к 100 тысячам рублей и у их соседей.
Работники вручили должникам уведомление о задолженности, где указана сумма и срок, до которого необходимо погасить долг. Если абонент по-прежнему не погашает задолженность, газовики вправе отключить его от распределительной сети. Так произошло с Амиром Муталиевым, проживающим в Газиюрте. У меня была задолженность за газ. Мой дом был отключен от газовой сети. После того, как я оплатил свой долг, я был вновь подключен. Призываю всех жителей республики не задерживать оплату коммунальных услуг. Заместитель главы администрации Назрановского района убежден, что главная цель рабочей группы – донести на население, что за тепло нужно платить в срок. Просил бы население более ответственно подходить к вопросам коммунальных платежей. Если у населения возникают вопросы с начислениями, то здесь тоже особых проблем нет. У нас в Минрегионгазе работает правовой отдел, куда бы любой гражданин может прийти и со своими документами, то есть последними платежами, и разъяснить ситуацию. Если там неправомерно начисление происходит, то этот вопрос можно решить прямо на месте. Также он подчеркнул, что рабочая группа и впредь будет проводить подворовые обходы должников. Магомед Измайлов, Ахмед Чербижев, Новости 24. К другим темам. В конце 2014 года в Ингушетии повсеместно должны заработать многофункциональные центры. Председатель правительства Абубакар Мальсагов поручил главам муниципальных образований найти и выделить помещения, чтобы разместить в них центры. Напомним, в ноябре прошлого года в Назране открылся первый многофункциональный центр по оказанию различных юридических услуг. Всего в республике планируется открыть 9 центров и 34 удаленных офиса МФЦ. А для удобства жителей будут введены в действие и мобильные центры, где можно получить различные справки и собрать пакет документов в системе одного окна. На совещании также были рассмотрены вопросы относительно бесперебойной работы очистных сооружений в республике, а также мер, предпринимаемых органами местного самоуправления и предприятиями жилищно-коммунального комплекса для 100% сбора платежей, начиная с января этого года. У зрителей НТК Ингушетия теперь есть возможность с утра получить заряд хорошего настроения. Ваши будни снова будут начинаться с передачи «Утро» на нашем канале. Информационно-развлекательная программа возвращается на экраны после полугодовой паузы. Каким теперь будет «Утро» на НТК, расскажет Зарема Евлоева. Ведущая Рухат Дасхоева торопится на съемки. Для нее это волнительный день, ведь программа «Утро» возвращается в эфир после 6-месячного перерыва. Ой, ребят, вы только что меня подловили. Сейчас должна с минуты на минуту начаться запись нашей программы. Я, как ведущая, очень скучала по своему зрителю и, надеюсь, он тоже по мне скучал. Проект «Утро» был в эфире 3 месяца, с июня по август 2013-го. За это время зрителям полюбились интересные рубрики и жизнерадостные ведущие этой передачи. Главный редактор канала уверяет, что перерыв был плодотворным. Определенный небольшой отрезок времени перезагрузки, чтобы мы посмотрели, что-то мы делаем неправильно, что-то мы делаем правильно, узнать мнение людей, провести социологический опрос. Мы этот опрос провели. Узнали по желанию людей, что они хотели увидеть новое в этой передаче. Новые технологии позволяют сделать проект ярче, рассказывает режиссер Залихан Аушева. Сегодня мы запустили виртуальную студию, и первое, что мы здесь запишем, это программа «Утро». Редакция утреннего вещания – это молодая и дружная команда, которая готова радовать вас ежедневно. 10 рубрик на самые разные темы. Национальная кухня и не только в утреннем меню. История, традиции и обычаи ингушей в рубрике «Вперед в прошлое». Теледоктор подскажет, как всегда быть в форме, а мастер рубрики «Поделки-переделки» вдохнет новую жизнь в старые вещи. Утро скоро в эфире, смотрите. Утро готово зарядить зрителей энергией и хорошим настроением на весь день. Зарема Евлоева, Юнус Цычоев, Муса Хамхоев. Новости 24. Добровольное спортивное общество «Локомотив» сегодня празднует 78-летие. За эти годы обществу есть что вспомнить. Яркие взлеты и обидные падения. Наша республика также внесла свой вклад в «Локомотив». Магомед Аздоев, воспитанник Ингушской школы футбола, теперь оттачивает мастерство в стане железнодорожников. Подробнее расскажет Амир Цычоев. 5 декабря 1935 года постановлением Центрального комитета Союзов железных дорог был утвержден устав нового спортивного общества «Локомотив». Но днем рождения принято считать 12 января 1936 года. Целью добровольного спортивного общества являлась повседневная работа по оздоровлению железнодорожников и их семей. Под крыло этого общества вошел и уже существовавший футбольный клуб с одноименным названием. Футбольный клуб «Локомотив» – один из ярчайших представителей российского футбола. За 77 лет существования он дважды становился обладателем Кубка СССР. Столько же раз выигрывал чемпионат России, по 4 раза завоевывал серебро и бронзу первенства, 5 раз Кубок России, 2 раза Суперкубок страны и 1 раз Кубок Содружества. В
В текущем сезоне «Локомотив» вновь борется за чемпионство и показывает яркий атакующий футбол. В составе железнодорожников играет и наш молодой земляк Магомед Аздоев. Перед началом сезона 2010 года руководство «Локомотива» подписало контракт с 17-летним футболистом. Он закрепился в составе довольно быстро и уверенно. Уже в июле 2010 года дебютировал в основном составе красно-зеленых. А в начале сезона 2011 года Магомед отличился первым голом за «Локомотив», который принес победу его команде. Удар дальний, рикошет, 1-0. И как раз Магомед Аздоев, если не ошибаюсь, 27-й номер, только-только вышедший на замену. В сезоне 2012-2013 годов Магомед получил травму и перенес операцию на колено и пропустил почти весь сезон. Но в течение межсезонья успел восстановиться и снова вернулся в состав. Да, после травмы трудно было восстанавливаться, но тренировочный процесс позволяет хорошо восстановиться, и нормально времени прошло. Как я начал тренироваться и чувствую себя намного лучше. На зимние каникулы футболисты «Локомотива» ушли, закрепившись на второй строчке в турнирной таблице, уступая питерскому «Зениту» по дополнительным показателям. Если во второй половине сезона подопечные Леонида Кучука продолжат в том же духе, у нас есть все шансы увидеть Магомеда Аздоева в Еврокубках уже осенью. Амир Цычоев, Новости 24. И пока это все новости к этому часу. Всего доброго.